Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии. Мы не ошиблись, когда написали, что Международный день музыки отмечается 1 октября. И мы в нашей школе отмечали его полгода назад, осенью. Здесь сидели ребята разных возрастов, и 5 класс, и 9. Ну а вы, ребята, отметите с нами День музыки сегодня. И это очень здорово, что именно сегодня, потому что до 1 октября осталось всего полгода. Осенью мы с вами, я думаю, в 5 классе встретимся на очередном традиционном концерте, посвященном Международному дню музыки. Одно из самых древних и прекрасных искусств на нашей планете – это, конечно, музыка. Прожить всю свою жизнь совершенно без музыки невозможно. В праздники и в будни, в печали и в радости, в одиночестве и в обществе всюду нас сопровождает музыка. И прекрасно, что есть праздник, объединяющий всех людей на Земле – Международный день музыки, который ежегодно отмечается, сами скажите, когда? 1 октября. Праздник этот придумал великий русский и советский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Именно он в 1973 году обратился в Организацию Объединенных Наций с письмом, в котором высказал предложение учредить праздник музыки, который поможет разным народам найти взаимопонимание и сплотит их, объединяя представителей разных культур. Год спустя Международный совет при ЮНЕСКО официально учредил этот праздник. Отмечать его во всем мире начали в 1975 году. Международный день музыки – это не просто праздник, посвященный музыке, а большой, очень важный социальный проект, целями которого являются распространение музыкального искусства среди всех людей, распространение идеи мира и дружбы между народами. Ведь всем известно, что музыка – это универсальный международный язык, который не нуждается в переводе, который одинаково хорошо понимают все народы мира, а также развитие культуры, обмен опытом между музыкантами из разных стран, а также развитие уважительного отношения к музыкальным предпочтениям другого человека. Ведь о вкусах, как известно, не спорят. Достижению этих прекрасных и благородных целей способствует проведение по всему миру самых разнообразных музыкальных мероприятий. Прежде всего, бесплатных концертов, творческих встреч с музыкантами. И сегодня нас тоже ждет такая встреча. А также всевозможные выставки музыкальных инструментов, мастер-классы и многие другие музыкальные мероприятия проводятся по всему миру в этот день, 1 октября. И в Эстонии каждый год отмечается Международный день музыки. В этот день по всей Эстонии проходит около 100 концертов, большинство из которых можно посетить абсолютно бесплатно. Вот видно вам, ребята, да, этот сайт muzikapaev.ee, и там после слэша написано Таллин. Вы можете даже сегодня зайти на этот сайт и посмотреть, какие мероприятия были в Таллине 1 октября 2023 года, ну а ближе к 1 октября нынешнего года там появится обновление и будут указаны мероприятия уже следующего Дня музыки. Ну какой же День музыки без самой музыки? Я рад приветствовать и представить вам нашего дорогого солиста, лауреат Международного конкурса исполнителей «Новый музык» 2008, дважды лауреат Республиканского конкурса пианистов Эстонии, дипломант Международного фортепианного конкурса имени Фредерика Шопена в Нарве, выпускник музыкального училища имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и Петрозаводской государственной консерватории имени Ильи Глазунова Владислав Борисович Сафаров. В этом учебном году Владислав Борисович присоединился к дружному коллективу нашей гимназии и теперь работает педагогом в нашей школе.
Владислав Борисович поможет отправиться нам в увлекательное путешествие по разным музыкальным стилям и эпохам. А начнем мы наше путешествие с эпохи барокко. Всем, ребята, знакомы это здание на фото? Нет. Кому-то нет, кому-то да. А где оно находится? Вот кто знает? В Кадриорге, да, это? В Таллине находится здание. Построено оно в 18 веке, в начале 18 века, и относится по стилю к эпохе барокко. Эпоха барокко – это увлекательная эпоха богатой архитектуры и изящных украшений. Эпоха скрипки, клавесина, органа. Эпоха таких композиторов, как Георг Фридрих Гендель, Антонио Вивальди, всем знакомый, который что написал? «Времена»? Ну не стесняемся, «Времена года». И, конечно же, Иоганн Себастьян Бах. Соль мажор из нотной тетради Анны Магдалены Бах. Минуэт – это старинный придворный танец, популярный в эпоху барокко, который танцевали не спеша, потому что у дам и кавалеров были очень богато украшенные и пышные наряды. А Анна Магдалена Бах была женой композитора Иоганна Себастьяна Баха, которой он посвятил несколько нотных тетрадей, небольших и приятных на слух клавесинных пьес. Две следующие пьесы, которые мы услышим, это две маленькие прелюдии для клавесина. Одна в тональности до минор, а вторая до мажор. Обе эти пьесы прозвучат подряд. Из уроков музыки мы помним, что минор и мажор – это два основных лада в музыке. Минор передает какое настроение? Грустное, печальное, а мажор – радостное. Правильно. А следующая остановка в нашем музыкальном путешествии – эпоха классицизма.
Вот это здание, наверное, менее знакомо нашей публике, а может быть тоже знакомо. Кто бывал в Тарту? Поднимите руки. Или, наверное, многие, кто в Тарту бывал. И выстроено оно в начале 19 века, в самом начале, 1804-1809, в стиле классицизма. В этот период сформировались строгие правила гармонии, музыкальной формы и голосоведения. А самыми известными композиторами этой эпохи являются так называемые венские классики. 3 композитора, чья жизнь и творчество были непосредственно связаны со столицей Австрии, городом Веной. Именно благодаря этим композиторам Вену с тех пор называют музыкальной столицей Европы. Имена этих композиторов: Франц Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. Именно на годы творчества этих композиторов пришелся окончательный переход от клавесина к фортепиано. Помните, я вам рассказывал, что клавесин – это дедушка фортепиано. Если Гайден писал произведения в основном для клавесина, Моцарт писал такие вещи, которые можно было с одинаковым успехом исполнять как на клавесине, так и на фортепиано, то Бетховен писал уже такие музыкальные произведения, которые можно было исполнить исключительно на фортепиано. Творчество Вольфганга Амадея Моцарта можно назвать настоящей вершиной классицизма музыки. Математически структурированная гармония, дарящая слушателям лучи радостного света. Недаром Моцарта называют солнечным композитором. Моцарт, соната до мажор. Следующее музыкальное произведение, которое мы услышим, принадлежит перу Людвига ван Бетховена, человека с очень непростой судьбой. Полностью потеряв свой слух к 25 годам, Бетховен не оставил любимое дело и продолжил писать музыку. Принято считать, что богатырь с таким романтичным названием композитор посвятил своей таинственной возлюбленной по имени Элиза. Всех композиторов-романтиков перечислить невозможно. Это и величайшие русские композиторы Петр Ильич Чайковский,
и Николай Андреевич Римский-Корсаков, и такие композиторы, как Феликс Мендельсон Бартольди, норвежский композитор Эдвард Григ, венгр Ференц Лист, эстонский композитор Рудольф Тобиас, многие другие. Ярчайшей фигурой музыкального романтизма был и польский композитор Фредерик Шопен, будто бы заново открывший для мира фортепиано. Почти все свои произведения Шопен написал для этого замечательного инструмента. Фредерик Шопен, прелюдия номер 4, ми минор. Может быть, еще задумчивая, да? Таинственная. Но в эпоху романтизма люди, конечно же, любили не только грустить, но и танцевать. Посмотрите на иллюстрацию. А самым излюбленным танцем в эпоху романтизма был, как вы думаете, какой танец? Вальс. Конечно же, правильно, вальс. Звучит вальс Фредерика Шопена номер 11, ля минор. Номер 8, ми бемоль мажор.
промчался незаметно 19 век, наступило 20-е столетие. Столетие технических достижений и глобальных конфликтов. Век космоса и электроники. Поменялась и жизнь человека. Изменился ее темп, изменились и музыкальные предпочтения. Среди разнообразной пестроты искусства 20 века невозможно выделить какое-то одно течение. Каждый композитор писал в своем неповторимом стиле. Были в 20 веке и импрессионисты, и экспрессионисты, и неоклассики, и неоромантики. Были и представители авангардных направлений. Одним из ярких представителей искусства 20 века является советский и российский композитор Сергей Михайлович Слонимский. Звучит прелюдия и фуга ля минор. И в заключение нашей встречи, ребята, прозвучит пьеса, автор которой нам с Владиславом Борисовичем неизвестен. Так бывает, что популярные мелодии становятся популярными, а автор неизвестен. Но нам известно название этой мелодии, а вам мы его пока не скажем. Предлагаем вам послушать, подумать, что-нибудь представить и предложить свои варианты названия этой музыки. Потом мы вас спросим. Хорошо? Договорились? Слушаем. Какая теплая, добрая, душевная мелодия, правда? Как вы думаете, как ее можно было бы назвать? Поднимайте руки. Как? Добрая душевная мелодия. Как я сказал, добрая душевная мелодия. Еще как? Не стесняйтесь. Пожалуйста, Матвей. Добрая мелодия. Добрая мелодия. Душа. Душа. Нежность. Нежность. Еще варианты. Надежда. Надежда. Ребята, смелее давайте. 4 класс. Радость. Радость. Хоть минорная, да, тональность была, но все-таки не такая прям печаль, грусть, да?
а светлая, да, с Надеждой грустинка. Так, 4 Д-класс, ваши варианты. Еще хотим варианты. Луч. Луч, Дружба. дружба, Белоснежный снег. белоснежный снег, Природа. природа. А на самом деле, вот тут кто-то был очень близок к правильному названию. Эта музыка называется «Мелодия души». Спасибо. Мы благодарим нашего солиста Владислава Сафарова. А мы с Владиславом Борисовичем благодарим вас, ребята, за то, что вы такие нарядные, красивые. Пришли к нам сюда на музыкальную встречу, послушали и поддержали наше творчество. Спасибо вам. Ja toredalt. Võib öelda muusikapäeva jätku, kallid sõbrad. Nägemiseni. Можно сказать, да? Можно вас, Антон Александрович, Вячеслав Борисович, можно вас сюда вызвать? Спасибо огромное. Разрешите, я скажу пару слов. Дело в том, что сегодня наш рояль немножко сломался и поставил нашего маэстро в затруднительное положение. Но он нашел выход, умел обходить клавиши, которые не захотели сегодня звучать. И это не помешало нашему восприятию. Извините, что я раскрываю секрет, но мастерство, оно в руках профессионала, на то и мастерство, чтобы мы этого не заметили. Антон Александрович, большое спасибо, что вы откликнулись. Выпитая Моменко, можно вас сюда, да? И приняли наше предложение. Мы очень давно ждали этого концерта. Пусть День музыки 1 октября превратится не в день, а уже в какой-то год музыки, да, чтобы она постоянно звучала в наших сердцах. Вы предоставили нам огромное удовольствие, Мы смогли переживать как грустные моменты нашей жизни, так и веселые. Мы готовились к этому моменту, мы готовы слушать, наверное, бесконечно. Музыка, она, мне кажется, не имеет границ, не останавливает нас в наших порывах. Огромное вам спасибо, низкий поклон, и примите, пожалуйста, наши скромные благодарность, да, скромные подарки в благодарность. Спасибо, девочки. Спасибо. Спасибо еще раз. И я думаю, что не надо скупиться, дети, аплодисменты, не надо жалеть своих ладошек, потому что это огромное удовольствие. Вот действительно 1 октября следующего года, может быть, вы даже сыграете на 2 роялях, в 4 руки или в 6 рук маэстро Арво, да? У нас будет такой просто величайший концерт, а мы будем ждать, правда? Ведь? Да. Спасибо. Ну, а это вам еще тоже к чаю. Огромное вам спасибо. Да. Да. Спасибо. Спасибо.